Если говорить просто, что все хорошо и стабильно, человек, наверное, не поверит. А вот когда ты ругаешь, да, и они поневоле создают атмосферу этой борьбы. Еще Да? говоришь, кто виноват. Да. Андрей, ты как человек, который занимается политической журналистикой и обозрениями, скажи, какая в России политика? Ну, она есть, да, вот какая, не очень живая, да, но она существует. То есть, в принципе, наверное, ее можно разделить на то, что называется публичной политикой, да, то есть это все, что связано с выборами, с партиями, наверное, с пиаром начальства, да, вот это все, то, что можно это назвать, да, там разного вида начальства. И вот какие-то подковерные игры, да, которые никуда не выплескиваются. Ну, вернее, конечно, какие-то, да, то есть что-то проникает, да, в инфополе, но вот там какие-то конфликты, какие-то, значит, лоббистские истории, да, то есть, ну, причем это, да, такая, наверное, смесь политики и экономики в том смысле, что, ну, борьба идет как бы за ресурсы, да, то есть, ну, вот это борьба, да, даже вот в смысле политики или это политика, или, ну, наверное, политика, да, то есть, которая касается узкого круга людей. А вот если собрать такого читателя, который действительно интересуется политикой, какой он в России, вот как его можно описать? Или, может быть, их несколько таких персонажей, которые интересуются? Судя по прочтениям текстов на «Медузе», да, читают про политику, вот, ну, у Екатерины Шульман, да, очень много прям просмотров, да, то есть люди что-то хотят знать. Вот. Другое дело, да, что они хотят знать. Вот это, конечно, вот и тут, наверное, начинаются, ну, типажи, да. Для кого-то интересно, вот если говорить, да, про Шульман, что это вот какая-то вот объяснение, ну, то есть, типа, что происходит, да, и как-то объяснить это, ну, с научной точки зрения, да, что называется. А еще желательно как бы услышать какой-то прогноз, да, куда это все пойдет. Вот кто это? Ну, насколько я себе представляю, это, наверное, студенты, да, которые сейчас занимаются наукой в том числе, да, потому что учатся, и какие-то вот, ну, люди более, наверное, старшего возраста, мне почему-то так кажется. Вот, есть люди такого как бы молодые, среднего возраста, их интересуют, наверное, вот какие-то вот скорее объяснялки, но не научные, а вот, ну, допустим, что-то произошло, да, вот, ну, как что-то там понять, деньги дали, кого-то назначили там. В каждой семье когда-нибудь происходил этот разговор на кухне о политике. Периодически он происходит. Вот, может быть, ты в своей профессии наблюдал, почему читать, почему вообще людям об этом интересно разговаривать, рассуждать. Вот почему все равно на кухнях эти разговоры происходят, и почему политика остается актуальной темой для российского человека? В принципе, как бы на самом деле обыватель российский, ну, обыватель не в ругательном смысле, а, ну, просто вот есть, да, гражданин, он политизирован, да, в принципе, вот, и часто этот человек дрейфует как бы туда-сюда, в Европе, там еще где-то, то есть у людей, ну, сильное там расслоение по убеждениям, какие-то полутона, в смысле того, что там разные как бы взгляды, там, не знаю, партии. Вот да, то есть как бы правоцентристы, там левоцентристы, там ультраправые, ну то есть вот это все как бы у тебя это распределяется. У нас это как бы ты за власть или против власти, да, и все вот это как бы дрейфует. Народ политизирован в том смысле, что постоянно ему показывают, ну, политические вот эти шоу. Обижают в основном кого? Там либералов, да, на этих шоу. Да, и у человека складывается почему-то вот ощущение, что в стране идет вот политическая борьба. Да,
что есть какие-то вот либералы, которые сейчас вот того и гляди, там чего-то там Готовят всякие готовят или манипуляции. власть возьмут непонятно как, да. Ну и народ этим подогревается, то есть и все равно он политизирован сильно. Ну, то есть власть специально провоцирует все вот эти, создает образ того, что политическая борьба есть, в том числе и для того, чтобы провоцировать людей, следить за этим и думать о том, что что-то есть. Вот я не Да, знаю, создавать может это образ. даже эффект, который они сами не очень рассчитывают, да. Ну то есть им надо, чтобы люди придерживались определенных как бы взглядов. Если им говорить, что все, особенно сейчас, да, вот, ну, когда экономически все не... Если говорить просто, что все хорошо и стабильно, человек, наверное, не поверит. А вот когда ты ругаешь, да, и они поневоле создают атмосферу этой борьбы. Еще Да? говоришь, кто виноват. Да, а потом люди еще и начинают думать, мне кажется, это власти самой невыгодно. То есть они не думают даже, может быть, что это создает вот какую-то политизацию. Ну мы вот там указали, да, там мы вот об этом рассказываем. Вообще публичная политика, в принципе, она у нас еще есть. Да, у нас есть выборы, да, в принципе, если на выборах наблюдать фальсификации, сделать трудно. То есть у нас это, в принципе, публичная политика есть. И это форма влияния на власть. Да? Ну, а политичность, ну это ты совсем должен быть доволен. Да? Вот просто тебе все Или нравится. безразличен. Да. Или, ну, если ты безразличен, значит тебе, ну, в принципе, вот, как бы окружающее, да, то есть ты считаешь, что ты живешь нормально, да, до такой степени, что ты не, ну, можешь не обращать внимания на происходящее вокруг тебя. Да, сколько в России таких людей? Мне кажется, немного. Все равно, ну, надо этим интересоваться, да, в меру как бы сил, да, может как бы не сильно лезть там в какие-то, не знаю, региональные темы, хотя все равно же интересно, что происходит, Жизнь в регионе. да, в Как раз, стране. вот. И- А скажи, пожалуйста, вот по поводу спикеров, источников, не заметил ли ты, что они, может быть, стали более закрытыми, меньше стали давать комментариев? Ну, я имею в виду параллельно тому, как развивалась наша политическая жизнь, там, начиная с 2014 года. Да, я могу сказать, что стало хуже именно со стороны публичных спикеров после признания вот Медузы иноагентом. Потому что, ну, люди там Боятся. мало ли что, там, да, вдруг там и меня признают, или, ну, как-то вот негативно там воспримет начальство, там, ну, какое-то партийное, либо там чиновничье. Я не буду там публично, да, источники, ну, во многом как бы остаются, да, вот. Ну, с другой стороны, я понимаю, что в основном это люди, которых, ну, я, например, знаю давно, да, и которые, ну, готовы какой-то информацией делиться, они не боятся или сами интересуются там чем-то, что, может, они сами даже не занимаются, но происходящим там рядом, да, они в курсе. А вот, не знаю, для более молодых коллег, мне кажется, ну, могут быть какие-то проблемы, наверное, именно вот с получением инсайдерской информации, да, потому что все-таки раньше как-то это, ну, общение, какие-то вот не считалось зазорным, да, а сейчас, мне кажется, ну, они опасаются, да, особенно вот единороссы, да, какие-то чиновники. Как, может быть, журналисту, и в том числе и политологу, потому что они часто же комментируют происходящее, да, как не стать разменной монетой как раз в этих вот играх, когда там кому-то хочется информации, да, каким-то образом повлиять на ситуацию. Ну, а что значит вот разменная монета? Ну, когда тобой конкретно, может быть, пользуются как журналистом, и тебе Ну, если сливают. это фейк, то это плохо, да. Если ты не проверяешь ничего, да, или еще хуже, там, берешь деньги, да, это очень плохо, вот. И, конечно, ну, это в любом случае, я думаю, в бизнес-журналистике много таких мифов, что вот, это вот в интересах там того-то, да. Большинство все-таки политических текстов о политике, да, все-таки власть читает и все это хорошо отслеживает. Были ли какие-нибудь интересные у тебя реакции на твои политические тексты со стороны власти? Открытые или закрытые? Можно и те. Давай закрытые. Открытых я не помню.
Вот. Могут как бы в каком-нибудь там, опять же, не знаю, зачем это, телеграм-канале написать, что вот этот там текст, в основном почему-то колонки вот это там, любят так представить. Там, это заказ конкурента, там, типа очернение, там, патрона. Вот таким образом реагируют. Иногда ну, могут сказать даже спасибо. Единственное, вот через пиарщика могут, как бы, я помню, то ли судом угрожали чего-то, то ли это. А там еще было такое, говорю, ну как вот судебно, вы, при том, что это было известно, и в итоге там как бы сказали, что это, наверное, вот эти сказали, мы их типа попробуем их там вот доказать. То есть такая вот реакция, какая она может быть, ну вот если негативная угроза, да, но все-таки они понимают, да, что ну об этом сразу станет известно. Скажи, а какие есть критерии классного текста о политике? Ну, важно найти метафору или несколько метафор, прямо ну, каких-то там вот, литературных. Этот процесс очень понятен сразу. Человек читает, вот происходит вот это, да, вот, как бы, вот он образ, он видит его. Вот. Ну а если это, ну как, инсайдерский тебе, ну вот тебе попала как бы какая-то инсайдерская информация, да, ее трудно испортить, да. Главное, чтобы она была, ну, действительно, да, то есть это реально как бы информация. Как тебе кажется, интерес к политике в России растет или падает? Я думаю, что он растет, потому что вот, ну, даже вот результаты выборов в Госдуму, где сильно поднялась КПРФ, да, ну, уже говорят о том, что хотя бы люди, например, понимают, там, это уже даже, ну, вот какое-то политическое, в смысле, просвещение того, что вот эта партия, ну, немножко все-таки, значит, и упала ЛДПР, соответственно, да, там, вот, что эта партия там, ну, немножко не такая, как бы, системная, как другие, да, ну, или человек начинает думать, ну, блин, что мне нравится там, повышение цен, там, не знаю, повышение пенсионного, ну, какая-то вот, да, там не достает социалочки. Кто этим занимается? Коммунисты, да, там ты начинаешь немножко, да, там думать, какая там сила политическая, ну, типа, что там продвигает, да. Это уже, ну, то есть это видно, да. Ну, в общем, эти выборы показали то, что интерес растет. Ну, какая-то политическая, что ли, Движуха. грамотность, да, но даже то, что вот написано «новые люди», да, это все равно немножко как бы знак того, что ну, тоже такого политического немножко жеста, там, ну, какого-то просвещения. То есть старые нам надоели, да. То есть человек понимает как бы примерно проблему страны, и пусть он там на простейшие названия или там слоган реагирует, но как бы проблема то, что застой там в стране, там еще чего-то, да, он понимает. И это, ну, хорошо, да, это вселяет надежду.